В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков выступил с ежегодным отчетом в прямом эфире. В Мирнинском районе стартовала вакцинация от COVID-19 вторым компонентом препарата «Спутник Ви». В Якутске открыли каток на площади Ленина. Новый заселенный дом в Нерингре по программе переселения из ветхого и аварийного жилья осмотрел глава республики Айсен Николаев в рамках рабочего визита. В действующую республиканскую программу включены 186 многоквартирных жилых домов общей площадью более 83 тысяч квадратных метров, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. В данном этапе впервые принимает участие село Иенгра. Поселок Беркакит полностью выполнил программу переселения этапом 2020 года. По результатам программы более 3,5 тысяч жителей Нерингринского района должны стать новоселами. Работы много и по Нерингре, и по Чульману, вплоть до Иенгры. И здесь нужно, конечно же, местная администрация очень внимательно следить за соблюдением прав граждан, которые проживают в аварийном жилье. Ну и, конечно, следить за тем, чтобы жилье, которое строится, оно было качественным, было хорошим, красивым, для того, чтобы люди, конечно же, могли жить в современных комфортных условиях. Около 35 миллиардов рублей было направлено Якутии на поддержку и восстановление экономики в условиях кризиса на фоне коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков в ходе отчета правительства. Также зампред отчитался о деятельности акционерной компании «Алроса» и подчеркнул, что, несмотря на кризис, компания продолжает являться одним из основных источников пополнения в консолидированный бюджет республики. В 2020 году добыча алмазов сократилась более чем на 20%. И выручка от суммы добытых алмазов составила только лишь 2,3 миллиарда долларов. В этом году, сразу скажу, что по прогнозам мы планируем превысить показатели 2020 года и должны выйти на объем реализации алмазного сырья около 3 миллиардов долларов, что, конечно, увеличит и поступление в бюджет, в консолидированный бюджет республики. Мы считаем, что они вырастут кратно, более 3 раз. А уже завтра с ежегодным отчетом выступит заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Вице-премьер с участием представителей министерств и ведомств подведет итоги прошлого года по своему курируемому блоку – развития человеческого капитала. Это вопросы по сфере образования, науки, культуры и духовного развития, инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, физической культуры и спорта, внешних связей и национальной политики. Напоминаю, прямой эфир будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и радио Т-Тим с 11 до 12:30 часов по якутскому времени. Свои вопросы вы можете задать во время прямого эфира по телефону 8 411 2 320 111 или отправить их на портал Якутия Клик. В рамках благоустройства столицы сегодня исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев совершил объезд по нескольким участкам города. Подробности в сюжете Елизаветы Васильевой. Первая точка маршрута – снежный полигон. Сюда свозят снег со всего города, начиная от Табаги до села Кангаласы. По границам полигона установлена санитарно-защитная зона для того, чтобы после таяния снега здесь не образовались болота. У нас заканчивается первая неделя трехмесячника благоустройства в городе Якутске, санитарной очистки. И частники, по идее, все должны привозить свой снег сюда. Мы принимаем бесплатно этот снег. Гранитные плитки и бордюры, небо без нависших проводов, теплые остановки, комфортные общественные пространства и художественно освещенные здания. Так будет выглядеть проспект Ленина после капитальной реконструкции. Уже завершается проектно-сметная документация. Далее, предварительно в апреле, ожидается положительный результат экспертизы. Будет проводиться работы и по реконструкции газовых сетей. Здесь почти на каждом перекрестке есть большая магистральная газовая труба. Их тоже будем всех менять. И в этом году мы начнем работу с инженерных сетей. То есть будем идти захватками. Начнем с улицы Кулаковского и пойдем до здания Лорпа. Это первый этап. В этом году начнем замену
инженерных сетей, подготовку основания. Завезем часть материала, чтобы ударными темпами в 2022 году к столетию республики первый этап закончить. Следующий пункт – набережное озера Сайсары. Здесь планируют создать современное пространство, выложенное тротуарной плиткой. Дополнением станут спортивная площадка и удобные скамейки. Полностью изменится и облик сквера Матери. Общая стоимость по проекту вышла 333 миллиона рублей. Безусловно, это очень большие деньги, которые сегодня невозможно изыскать в местном бюджете. Поэтому мы сейчас как будет пройдена экспертиза, она сейчас проходится, да, как получим положительное заключение экспертизы, мы будем работать над тем, чтобы получить софинансирование для реализации этого проекта. В благоустройство Якутска вовлечены не только городская администрация, но и дизайнеры и архитекторы центра «Лето». Таким образом, совсем скоро столица на вечной мерзлоте станет еще привлекательнее для гостей со всего мира. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. 68 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за прошлые сутки в Якутии. Так, в столице республики 27 случаев, в Мирнинском районе 9, в Тампонском 5, по 4 человека выявлено в Нерюнгринском, Аймиконском и Усть-Майском районах, 3 человека в Алданском районе и 2 в Вилюйском районе. По одному случаю выявлено в остальных районах республики. Первую вакцинацию против коронавирусной инфекции получили 26 507 человек. Вторую вакцинацию получили 5512 человек, в том числе за сутки 1492. Отмечу, что накануне была отгружена новая партия вакцины со склада в городе Москва. Тем временем в Мирнинском районе стартовала вакцинация от COVID-19 вторым компонентом препарата «Спутник Ви». Сразу в нескольких населенных пунктах пациенты смогли получить бесплатную прививку. Когда у привитых образуется иммунитет и как долго продержится, расскажет Иванна Филиппова. Аллергические реакции были? Как первую вакцину перенесли? Хорошо. Перед повторной прививкой пациенты обязательно проходят осмотр терапевта. Врач интересуется общим состоянием, измеряет давление, температуру и только после этого допускает к процедуре. Второй компонент спутника положено ставить на 21-е сутки после первой прививки. Она необходима для усиления иммунного ответа. Первого компонента вакцина была синего цвета, а второго красного. Всего в Мирнинском районе прививки получили 1000 человек. Первопроходцами стали медики, работники образования. Педагоги одни из первых проходили вакцинацию. Сейчас уже настал второй этап. Мы всем коллективом быстренько все согласны привиться. Станислав Подобед, прежде чем согласиться на вакцинацию, изучил отзывы пациентов и врачей о препарате. Говорит, после прививки поднялась температура, но спала на следующий день. И от кори прививаемся, и от гриппа прививаемся, так что прививаться надо. И, значит, никаких ущерба для здоровья не будет, только плюс. Вакцинацию провели в медпунктах Алроса. 10-11 февраля более 450 человек получили второй компонент. Из них 60 удачно. Это работники цехов горно-обогатительного комбината. Первый этап вакцинации провели мы 21 января. Она прошла нормально, но в течение 3 суток у 4 было повышение температуры до 38, и 3 медотвода было. У остальных все нормально, все прошло хорошо. По словам медиков, иммунитет к коронавирусу образуется через 21 день после введения второго компонента. Считается, что иммунитет не специфический, сформируется в течение и будет держаться в течение 1 года. Изучается эффективность вакцинации, она достигает 95% в отношении всех циркулирующих штаммов коронавируса. К середине февраля в районе ожидают новую партию вакцины. Но предварительно записать на прививку медики готовы уже сегодня. По плану до мая прививочная кампания охватит 5000 жителей Мирнинского района. Иванна Филиппова, Ирина Балкова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край».
Новый законопроект о сельском педагоге разрабатывают депутаты Илтумен, ученые и педагогическое сообщество республики. С момента принятия этого закона прошло более 20 лет. Многое изменилось не только в сфере образования, но и в жизни в целом. Директор Сунтарского политехнического лицея, педагог с 49-летним стажем Олег Сосин с большим воодушевлением внес свои предложения и видения в проект этого закона. Я жду от этого закона о сельском педагоге, который бы создал условия, создал бы интерес для особенно молодых педагогов, чтобы они пришли работать в село. Вот, этот интерес должен государством стимулироваться. И я думаю, что этот закон о сельском педагоге именно будет направлен на это, на стимулирование работы учителей, педагогов в сельских образовательных учреждениях. Ледовый каток открыли минувшим днем на площади Ленина в Якутске. Инициатором проекта стал основатель экстрим-парка «Арена-31» Николай Мартынов. Каток обустроила компания «Водоканал» совместно с Советом отцов Якутска. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Соскучились по льду и старый млад. Любитель катания 75-летний Дмитрий Колодезников катается на зависть многим молодым. Опыт у него большой и давно превратился в добрую традицию. Я катаюсь с 60-х годов. Мне возраст 75 лет. Те времена вот талое озеро, теплое озеро заливали до обеда постоянно и кисели. А после обеда мы вечером катались, молодежь. Открытие катка стало долгожданным событием для всех. После длительных холодов и годового ограничения гуляние на свежем воздухе, а тем более с пользой, одно удовольствие. Так что соскучились многие. Мы живем тут неподалеку, Амосова 4. И сегодня вот пришли с внуками кататься. Ну, маленькая это еще не может, ей 2 годика. А вот 7 лет, и еще подойдет еще девочка 5 лет. Они будут кататься с удовольствием. По периметру каток украсили уличными фонарями, соорудили мини-кафе. Также заработал пункт проката коньков. Он будет работать ежедневно до последнего посетителя. Впервые каток в центре столицы открылся 4 года назад и с тех пор стал излюбленным местом для горожан. Идея в том, что тогда мы подали этот проект как эксперимент и спросили после того, как мы сделали этот каток, у горожан, нравится ли вам эта идея и прижилась ли она, мы начали изучать общественное мнение. Да, она прижилась, да, всем очень понравилось, но были определенные пожелания, допустим, чтобы он был не маленько красивее, маленько больше размерами, да, и вот эти вот пожелания мы с каждым годом пытались учесть, и вот мы сегодня видим, буквально на 4-й год, во что это превратилось. Обустройством катка занималась компания «Водоканал». На его заливку ушло порядка 200 кубометров воды. В этом году у нашего предприятия юбилей 80 лет. В честь этого мы запустили буквально вчера благотворительную акцию «80 добрых дел». И вот, наверное, это одно из, ну не наверное, точно вот одно из этих добрых дел, которые мы адресуем всему городу, всем гостям, всем жителям. Ну и, конечно, не забываем про меры предосторожности. Надеваем маски, заходя в кафе и в пункт проката. Пока прокат принимают по одному человеку, чтобы избежать столпотворения. Организаторы советуют по возможности приносить с собой коньки. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутск. У меня на этом вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале. Берегите себя.